Добрый день, уважаемые участники пресс-конференции. Я хочу представить наших гостей. Владимир Александрович Голубков, управляющий Новосибирским региональным отделением, Леонид Николаевич Подленко, начальник отдела назначения выплат Новосибирского регионального отделения. Сегодня мы хотели бы построить свою работу с подачей материала о прямых выплатах. Вкратце мы потом расскажем, что такое прямые выплаты. Для сведения скажу, с 1 января 2020 года Республика Саха-Якутия переходит на пилотный проект «Прямые выплаты». И вот наши коллеги приехали, работаем мы уже всю неделю, начали работать сначала 19 ноября в Нерюнгринском районе, провели там ряд встреч, встретились с руководством района. Ну и вчера и сегодня работаем на территории города Якутска. Были встречи в правительстве с Министерством труда. И вот сегодня мы завершающий день проводим пресс-конференцию. Я предоставляю слово Владимиру Александровичу вам. Пожалуйста. Спасибо, Марина Евгеньевна. Добрый день, уважаемые участники пресс-конференции. Наша задача рассказать, зачем мы приехали, что Новосибирская область с 2012 года уже участвует в пилотном проекте фонда «Прямые выплаты». Сам проект работает с 2011 года, вот уже более 7 лет Новосибирская область в этом проекте участвует. Ну и поскольку мы накопили достаточно большой опыт, нам руководство фонда периодически поручает оказывать помощь нашим коллегам по переходу на этот механизм. И вот Марина Евгеньевна обратилась с просьбой к руководству фонда, и по ее просьбе нам поручили оказать помощь коллегам нашим из Республики Саха-Якутия, что мы с удовольствием и делаем. Эти дни, что мы здесь уже работаем, мы и пообщались с сотрудниками регионального отделения, проводим учебу для них, провели достаточно большое количество встреч, совещаний, семинаров для того, чтобы работодателям объяснить механизм, для того, чтобы органам власти подсказать, какие вопросы возникают и какая помощь нам от властей субъекта федерации нужна. Плюс вот сегодня в Министерстве труда и социального развития мы обсуждали вопросы, которые коснутся граждан, обращающихся за мерами социальной поддержки, и как раз прорабатываем механизм, вот как нам оптимизировать межведомственное взаимодействие, чтобы интересы граждан не только не пострадали, а чтобы они гораздо быстрее эти меры соцподдержки получали. Мне нравится то, как у нас получилось взаимодействие, сколько уже мероприятий прошло, мы для себя много полезного узнали и рады, что вот те вопросы, предложения, пожелания, которые мы высказываем, их слышат, над ними работают, часть из них уже решены, часть проблем, и надеемся, в ближайшее время мы остальные вопросы снимем. Следует отметить, что территория Республики Саха-Якутия очень специфичный регион, не только в транспортной доступности, отдаленности наших страхователей, наших работодателей. Кроме этого, еще и ряд проблем выявились в ходе встречи с нашими работодателями, с нашими получателями выплат. Это и вахтовый метод, и мамы, которые получают пособие до 1,5 лет, они выезжают за пределы территории республики. И вот важно понимать, чтобы сам работодатель довел эту информацию об изменении механизма выплат, потому что с 1 января 2020 года уже не работодатель будет выплачивать все пособия, связанные с материнством и детством, пособия по временной нетрудоспособности, будет выплачивать региональное отделение на территории Республики Саха-Якутия, в которой мы находимся. Конечно, есть у нас уполномоченные представительства во всех районных и улусных центрах, но тем не менее центр выплат будет сформирован здесь, отдел назначения будет заниматься назначением и выплат пособий. И вот об этом механизме я хотела бы сейчас передать слово, чтобы рассказал о механизме Леонид Николаевич, пожалуйста, более подробно, а потом уже, если что, вопросы. Добрый день, уважаемые участники пресс-конференции, слушатели, те, кто нас смотрит. Для начала, чтобы больше было понятно, уточним, кого касается проект Фонда социального страхования «Прямые выплаты». Как только
человек заключил трудовой договор с работодателем, устроился на работу, в этом случае он становится застрахованным лицом для нас. То есть любого человека, который работает по трудовому договору, касается этот проект «Прямые выплаты». Если раньше у человека произошло какое-то событие, либо заболевание, либо травма, либо связанное событие в связи с материнством у работающего человека, будем их называть застрахованные лица, они для нас, он обращался к работодателю, и работодатель выплачивал ему пособие. А потом в счет начисленных взносов работодатель обязан выплачивать взносы в фонд социального страхования, выплачивал это пособие. Но этот механизм имеет ряд недостатков, в том числе недостаточную прозрачность для работодателя. Непонятно, сколько денежных средств ему нужно планировать в год. А когда просто он уплачивает взносы в размере 100%, все понятно, 100% на фонд заработной платы взносы уплатил, а выплаты в прямых выплатах будет уже осуществлять фонд социального страхования. Теперь работник обращается к работодателю с заявлением, в котором выбирает способ получения пособия. Работодатель обязан в течение 5 календарных дней передать в фонд социального страхования сведения в электронном виде, либо, если численность его менее 25 человек, он имеет право, работодатель, отправить эти документы на бумажном носителе, но исходя из нашей практики, цифровизация шагает по стране, все больше выбирает способ представления сведений в электронном виде. После получения фондом социального страхования документов либо сведений, фонд социального страхования в течение 10 календарных дней производит выплату либо на банковский счет работника, либо на карту МИР, либо почтовым переводом. Стоит обратить внимание, что фонд социального страхования – это организация, которая создана для того, чтобы защитить права граждан. И прежде всего проект «Прямые выплаты» направлен на социальную защиту граждан. Вне зависимости от того, что происходит с работодателем, каково его финансовое состояние, если в зачетном механизме при банкротстве, допустим, предприятия возникали сложности с получением пособий, то теперь все эти социальные риски на фонде социального страхования, и работники более социально защищенные, поскольку вне зависимости от финансового положения работодателя происходит выплата пособий. Так, все понятно, да? Вот вкратце мы бы хотели вот этот механизм озвучить, и если у вас сейчас возникли вопросы, то мы готовы выслушать. Для того, чтобы задать вопрос, пожалуйста, подойдите к микрофону, представьтесь. Да, нужно микрофон, мы выходим в прямой эфир, пожалуйста. Да. Мы транслируем на 3 площадки, пожалуйста, к микрофону. Представьтесь. Все подключено, да, пожалуйста. Карта МИР – это обязательное условие? Или вот вы сейчас перечисляли, что можно на банковскую карту? Что касается карты МИР, начиная с 1 мая 2019 года постановлением правительства установлен особый порядок выплат пособий, связанных в связи с материнством. Теперь для того, чтобы получить пособия, связанные с материнством, на основании этого постановления, необходимо пользоваться национальными платежными инструментами, то есть картой МИР. Еще такой вопрос вот по ходу, да, сразу вот возникает вопрос. Если у меня женщина, да, вот в организации, она родила ребенка, да, но у нее получается пособие на ежемесячное пособие возникает с 2 февраля будущего года, да? Вот на нее, вот сейчас же мы не подаем никаких заявлений, то есть это возникнет уже с января следующего года. В соответствии с нормативными документами, с обязательным социальным страхованием, которые регулируют пилотный проект «Прямые выплаты», заявление
работник на выплату пособия должен подавать после наступления страхового случая. Страховой случай – это событие, вот, связанное с либо рождением ребенка, либо наступление отпуска по беременности и родам, либо отпуска по уходу за ребенком. После того, как событие наступило, либо в этот же день, либо позже. Хорошо, это понятно, да? Как бы события у нее происходят, и постепенно, поэтапно, значит, на следующий год это переходит. Вот именно это событие, ежемесячное пособие. Все остальное, оно в этом году у нас, да? И вот здесь вот такое, самое есть такое, что, предположим, у меня ежемесячное пособие другая женщина получает вот декабрь, да, и ноябрь. То есть декабрь еще не наступил, но при этом я уже должна подавать все, справку, расчет в фонд социального страхования, да, чтобы этим годом закрылось для нее. Ноябрь, декабрь. Декабрь еще не выплачивали. Вот, чтобы четче было понимание, там и проще всем было понять, прямые выплаты наступают с 1 января 2020 года. Все, что вы начислили в 2019 году по пособиям и включили в расчет по страховым взносам в налоговую, то вы выплачиваете сами. Что не начислили в 2019 году, по этим обращайтесь в фонд социального страхования. Нет, Леонид Николаевич, вопрос в том, что это понятно, да, то есть как бы год вот еще не кончился, мы обязательно начислим, выплатим, но при этом на возмещение я подаю до конца же периода, получается. То есть я декабрь должна сейчас включить, вот я хочу буквально на той неделе пойти и предоставить вам расчет, да, для возмещения. Понятен вопрос. Значит, весь порядок, который действует в зачетном механизме до 1 января 2020 года, он не меняется, он продолжается, и вы вправе, если вы начислили, выплатили пособие, вы вправе отразить в промежуточном расчетной ведомости и прийти обратиться за возмещением. Дело в том, что... В следующем периоде, да, после 1 января 2020 года, также вся задолженность за фондом, она будет возмещена. Эти деньги будут возвращены нашим страхователям, работодателям. То есть, Мария Евгеньевна, я так понимаю, если декабрь еще не наступил, а я иду уже вот в ноябре, в конце ноября, декабрь я не включаю, да, в расчет? Но вы же ее не выплатили? Пока еще нет, как бы еще 8 должно наступить декабря. Или мне лучше подойти после 8? Вы можете подойти до 15 декабря, уже включить ее в расчетную ведомость и обратиться за возмещением. А еще такой вопрос вот по ходу, да, если я вот вам, с вами как бы понятно, да, механизм как бы отрабатывается, кстати, спасибо, что объясняете, но вот с налоговыми, мы же как бы раньше было все связано с тем, что мы страховые начисляем, расчет делаем, да, по страховым взносам, и там все взаимосвязано. Сейчас у нас тогда 4-й квартал, он со стороны налоговой как-то там... Я попрошу, Леонид Николаевич, поскольку вы уже механизм этот рассказываете, пожалуйста. Если я правильно понял вопрос, то в расчете по страховым взносам вы отразите суммы, которые у вас за 4-й квартал, за налоговый период будет 2019 год. Начиная с отчетов за 1-й квартал 2020 года, ничего вы отражать не будете, расходная часть не заполняется, поскольку выплаты осуществляются фондом социального страхования, а взносы вы выплачиваете в размере 100% от фонда оплаты труда. То есть уже не включаем, да? Расходов не будет, она недоступна будет даже для внесения туда вам. Никаких расходов у вас не будет. Ага, ясненько. Спасибо большое. Да. С 2020 года отчеты станут проще. И бухгалтерам станет работать проще, потому что учет. Взносы начислили, уплатили, отчитались. А то, что касается пособий, просто нужно своевременно, в 5-дневный срок после получения заявлений от работников, соответствующие реестры, либо документы в бумажном виде, подавать в фонд, и дальше фонд эти пособия оплачивает. Давайте просто еще раз про механизм. Да, то, что Леонид Николаевич говорил, что при зачетном механизме предприятие самостоятельно выплачивает пособие своим работникам, на эту сумму уменьшает уплачиваемые взносы в фонд. Если взносов меньше, чем пособие, значит, подает заявление на возмещение понесенных расходов. При прямых выплатах предприятие 100% уплачивает взносы.
дальше передает в фонд реестр на оплату, мы выплачиваем пособие вашим работникам. И еще у нас вот возникают вопросы, которые мы и обсуждали и с местными органами власти. Это то, что фонд социального страхования становится налоговым агентом, то есть мы будем удерживать НДФЛ, там с части пособий, которые мы выплачиваем, будем соответствующие отчеты подавать в налоговую, и у ваших работников таким образом появляется еще один источник дохода, то есть не значит, что их станет больше, но вот с точки зрения отчетности появляется еще один источник дохода, и вот на это хотелось бы обратить внимание то есть тех граждан, которые будут обращаться за мерами социальной поддержки, тех граждан, кто является там, государственными, муниципальными служащими, если их родственники, то есть те, кому необходимо будет декларировать доходы, вот им по прошествии налогового периода необходимо будет запрашивать соответствующие справки в региональном отделении Фонда социального страхования. И механизм такой есть, который упрощает эту работу. Коллеги, у нас есть порядок, пожалуйста, вот чтобы задать вопрос, нужно к микрофону подойти, чтобы все слушатели нас услышали, извините за тавтологию. И вот как раз-таки остановлюсь на том, что сейчас Владимир Александрович сказал, для того, чтобы именно получать справки от нас, то, что мы являемся сейчас еще одним источником доходов, мы сегодня проговорили в Министерстве труда, чтобы это было в качестве межведомственного обмена, для того, чтобы исключить из этой цепочки человека, которому нужна эта справка. Да? То есть Минтруду, если нужна справка о всех доходах работника, для того, чтобы осуществить меры поддержки, то и запрос будет межведомственный, а не человек сам будет. Если проживает в отдаленных наследах, это очень сложно. Тем более мы знаем, что прохождение почтовых отправлений очень длительно длится. Поэтому сегодня были нами обозначены вот эти ключевые вопросы. И я думаю, что вот в ближайшее время мы положительно решим в этом направлении. Просто. Коллеги, пожалуйста, задавайте вопросы, все, что вас интересует. Леонид Николаевич, я еще раз обращусь к вам, поделитесь опытом на практике, как поменялся зачет, как вы перешли из зачетного механизма, что ощутили, вы общаетесь с страхователями, вы общаетесь, много проводите семинаров также. При переходе на прямые выплаты какая реакция была? Вообще, еще раз обратить хотел ваше внимание, что касается прямой выплаты любого работающего гражданина. Любой работающий гражданин на себе уже после того, как прямые выплаты ощутил, что в случае либо счастливого события, материнства, рождения ребенка, либо, не дай бог, заболел, пособие выплачивается значительно быстрее, чем это осуществлялось работодателем. Что касается работодателей, это их тоже касается, поскольку это новый порядок. Работодателям, конечно, когда что-то появляется новое, вроде как нужно научиться, нужно перейти, изменить механизм, поменять бухгалтерскую психологию, поскольку бухгалтер не любит на самом деле перемены. Но со временем, когда происходит переход на прямые выплаты уже произошел, первые пару месяцев нужно поработать, научиться по-новому работать. А потом станет всем легче и проще. И работникам проще и понятнее. Он сможет зайти в личный кабинет Фонда социального страхования. Каждый человек, который зарегистрирован на портале госуслуг, я думаю, таких уже большинство. Если нет, то, конечно, лучше зарегистрироваться. И он может зайти в личный кабинет Фонда социального страхования, адресу lk.fss.ru, и посмотреть, как ему рассчитано пособие, все его нюансы, связанные с выплатой пособия, когда произошла выплата, какие года взяты для расчета, все полностью посмотреть, он может узнать. Раньше, когда это начисляла бухгалтерия, давался просто квиточек, где написано было пособие по временной неспособности. Как оно рассчитано,
неизвестно, непонятно. Здесь становится все более прозрачным. Также и бухгалтеру проще. У нас на сегодняшний день 98% почти документов приходят в виде электронного реестра. То есть бухгалтер заходит в свою бухгалтерскую программу. Любую, которую он использует, она практически все уже адаптированы под прямые выплаты. Заходит в свою бухгалтерскую программу, нажимает буквально несколько кнопок, а если используется электронный листок нетрудоспособности, еще это облегчает ему работу в прямых выплатах. Там не нужно переносить бумажного больничного, синего больничного, в программу. Просто нажимаешь кнопку с сервера фонда социального страхования, все подгружается, на пару других кнопок нажимаешь, я видел, как это работает бухгалтера, и все отправляется для выплаты в фонд социального страхования. И постепенно все бухгалтера привыкли, сначала боялись, иногда даже ошибались в чем-то, но привыкли и теперь, вспоминая зачетный механизм, мы работаем с 2012 года. Вначале они, еще раз повторюсь, переживали тоже, но хочу сказать, переживать не надо, все привыкли, все счастливы и довольны, что именно такой порядок взаимодействия с фондом социального страхования у нас в Новосибирской области. Спасибо, Леонид Николаевич. Вот то, что вы сейчас проговорили, да, да, у нас есть вопрос, пожалуйста, представьтесь. Матрена Кондратьева, газета «Якутия». Я хотела спросить у вас, Леонид Николаевич, с какими основными трудностями вы столкнулись при переходе на прямые выплаты? И второй вопрос. Согласно документа, ну то, что вот организация предоставляет, бухгалтерия, вернее, документы, да, на основании этих документов вот эти выплаты делаются, да. Объясните, пожалуйста, что происходит с людьми, у которых серые зарплаты, скажем так. Давайте я с последнего вопроса начну, что серая зарплата, это, вы же понимаете, что это незаконная схема, и как, из чего рассчитывается, складывается пособие, которое выплачивается человеку. Это то, на что начислены страховые взносы и уплачены страховые взносы. Если серая зарплата, то, как мы понимаем вот этот термин, в обиходе называя серыми зарплатами, часть зарплаты на нее начисляется страховые взносы и отражается в отчетности, часть не отражается. Поэтому, соответственно, пособие будет исчислено из той белой части заработной платы. Честно говоря, мы 7 лет назад входили в проект «Прямые выплаты». Он был более сырым в то время. Нормативные документы были немножко по-другому. Было по-другому электронное взаимодействие. Программы не были все доработаны, бухгалтерские. Сейчас больших сложностей не видим. И мы по-другому выплачивали тогда не через федеральное казначейство, а тогда фонд социального страхования имел отдельный счет и через банк платил. Самое, какие трудности, это к тому, чтобы поменялась психология бухгалтеров. Вот это и самая главная трудность, чтобы они перестали жить в зачетном механизме и считать в голове себя по зачетному, и перешли к прямым выплатам. Как только это произошло, немножко нужно посидеть, поучиться, буквально, на мой взгляд, совершенно недолгое время. И все, пока они не научились, просто какой-то период много документов возвращалось на доработку бухгалтеров. Поэтому вот именно сейчас бухгалтериям всем нужно обратить на это внимание. И сейчас есть, в наше время не было учебного шлюза, адреса в интернете, куда можно отправить для тестирования электронные реестры. Сейчас есть адрес учебного шлюза на сайте Фонда социального страхования по Республике Саха-Якутия. Адрес есть. Всем бухгалтерам рекомендуем зайти и попробовать отправить реестр на этот электронный шлюз. И нужно получить в ответ квитанцию с 5 зелеными галочками. Если в квитанции будет хотя бы один красный крестик, значит они не научились, и надо дальше учиться. Там есть все телефоны на сайте Республики Саха, они проконсультируют, в чем проблема. То есть основная проблема немножко подучиться и перейти. Все, больше я не вижу.
Спасибо, Леонид Николаевич. Вот мы вкратце затронули электронные сервисы. Вопрос у вас. Да, пожалуйста, представьтесь. Добрый день, Виктория Баишева. Я бы хотела задать вопрос вам, Марина Евгеньевна. Проводятся ли на территории республики обучающие семинары, поскольку эта программа касается всех предприятий, которые работают на территории Республики Саха-Якутия? Ну и ведется ли отдельная работа с крупными предприятиями республики? Спасибо за вопрос. Вот как раз-таки я продумала, что нужно проинформировать о том, какую работу мы подготовительную и начали уже с прошлого года и в течение этого года ведем. Значит, то, что касается обучающих семинаров. Вот коллеги из Новосибирской области, из Новосибирского регионального отделения приехали именно ровно для того, чтобы нам показать, обучить. Сейчас еще заместитель начальника, да, работает в региональном отделении, обучает наших специалистов работать в программе, а потом уже наши специалисты, я имею в виду наши уполномоченные представители со всей республики, приезжают на места и начинают обучать, рассказывать, проводить обучающие семинары для бухгалтеров. Здесь, в городе Якутске, у нас уже 2 недели, наверное, или больше, наверное, проходит в региональном отделении обучающие семинары каждую неделю. Наполняемость зала 100%, то есть мы видим, что актуальность обучения не наших специалистов, а специалистов бухгалтерских служб, кадровые службы тоже приходят на обучение. Поэтому вот до конца года, да и после 1 января мы свою работу не останавливаем, да, в плане обучения и консультаций. Эту работу мы будем продолжать. То, что касается информационно-разъяснительной работы и встречи с крупными страхователями, и вот хотела рассказать предысторию, почему именно Новосибирское региональное отделение, поскольку предыстория и исторически складывалась так, что поскольку Якутия в Дальневосточном федеральном округе, и все, кто находится, все региональные отделения Дальневосточного федерального округа, у них куратором является Хабаровское региональное отделение, они тоже очень длительное время работают в прямых выплатах, ну и мы теоретически думали, что это так, но жизнь носит свои коррективы, и наш самый крупный страхователь, акционерная компания «Алроса», финансовые и кадровые службы базируются в Новосибирском региональном отделении. Посовещавшись с центральным аппаратом, мы приняли решение и, переговорив с региональным отделением, вот Владимиром Александровичем, предварительные были переговоры, ну и мы все вот втроем посовещались и приняли, я думаю, что правильное решение, чтобы Новосибирское региональное отделение было у нас куратором. Составили план встречи с крупными страхователями, когда приедут. Мы в Нерюнгри встретились с крупным страхователем нашим Якутуголь, ГРЭС филиалом, там сейчас объяснили ситуацию, если они перейдут на другую территорию, то, соответственно, НДФЛ уйдет за ними тоже. С бюджетными организациями, потому что специфика бюджетных организаций тоже присутствует. В городе Якутске мы провели встречи и тоже с крупными страхователями. Мы эту работу также будем продолжать. В течение всего года по графику были проведены практически на всей территории республики семинары для бухгалтеров и руководителей. У нас остается Алекминский район из крупных, Алекминский, Аймиконский, где золотодобывающая промышленность, и там есть тоже, да, своя специфика, потому что заезжают работники вахтовым методом, работают, да, определенная сезонность работы. Ленский район, и мы вот эти районы неохваченные проведем семинары. Уже с учетом того опыта, который нам передали наши коллеги, уже более осознанно понимаем, каким вопросам нужно более подробно обратить внимание, на что обратить внимание и дать разъяснительную работу. Встречи с крупными страхователями будут продолжены по предварительной информационной работе. Во все министерства и ведомства были направлены для освещения подведомственных предприятий, были направлены письма, порядка 4-5 буклетов для раздачи, чтобы работников ознакомили с изменением механизма порядка выплаты пособий с 1 января 2020 года, что такое прямые выплаты. Встреча была у нас в правительстве и был проведен
ВКС под руководством Ольги Валерьевны Балабкиной, где мы со всеми главами муниципальных образований обсудили точечно все вопросы, обозначили, над чем нужно проработать. Ну, я думаю, что эту работу мы продолжим. Вчера мы тоже встречались с Ольгой Валерьевной, да, обозначили вот те ключевые моменты, которые сегодня в Минтруде уже также проговорили. Я имею в виду вот межведомственный обмен в электронном виде. Ну, вот работу продолжаем. Если, Марина Евгеньевна, позвольте, я добавлю к тому, что, вот, ну, что региональное отделение по республике уже продолжительный период занималось разъяснительной работой. Но даже за прошедшие 4 дня, то, что мы в республике находимся, вот те встречи, у нас, сколько, наверное, больше 10 семинаров, совещаний, встреч прошло, ну так примерно посчитали, что даже за эти 4 дня мы пообщались и вот с руководством, либо с бухгалтерами предприятий, у которых занято больше 10% всех работников республики. Так что с учетом этого, и тут разъяснительную работу провели, и дальше она будет продолжена. И те вопросы, которые задавались нам, в большей части мы ответили, остались, наверное, неотвеченные вопросы в части их внутреннего документа оборота. То есть они, конечно, они хотели бы, чтобы мы за них продумали, вот как им организовать у себя документооборот, но это, наверное, не в наших силах. Все-таки внутренний документооборот – это полномочия руководства организации. Я думаю, то есть мы обозначили им проблемные моменты, но я думаю, теперь сознанием дела они озадачатся, эти вопросы решат. Но самое главное, что мне понравилось, что то есть мы разъяснили, и руководство ряда крупных предприятий увидело большой плюс в использовании электронного листка нетрудоспособности, что если до этого область постепенно входила, медицинские организации готовы электронный листок выдавать, но до сих пор в ряде районов неохотно работники брали электронные листки нетрудоспособности, опасались. Все привыкли к бумажному, а иногда работодатель не хотел его принимать. Вот теперь мы разъяснили, в чем плюс, что именно при прямых выплатах электронный листок значительно облегчает жизнь и бухгалтеру, и работнику, особенно специфика республики, вот, вахтовый метод и прочие вещи, удаленные офисы, большая разветвленность. Вот именно электронный листок, он помогает, что не нужно вручную большое количество полей переносить, меньше ошибок, меньше замечаний будет от фонда, и предприятие будет даже экономить деньги, ну или время на подготовке документов. Вот поэтому думаем, что с переходом на прямые выплаты значительно повысится процент используемых электронных листков нетрудоспособности в республике. И даже вот на встречах с рядом крупных предприятий, когда мы разъяснили, вот в чем плюсы, какие проблемы снимаются при использовании ЛН, вот, электронного листка, и даже прозвучали поручения от руководителей предприятий в адрес своих кадровых служб направить соответствующие письма в медицинские организации, что для их работников только электронный листок, что они теперь хотят уйти от бумажного, потому что его нужно хранить, нужно архивы, то есть, соответственно, не нужно нести расходы на хранение, а там срок хранения очень длительный этих бланков, да. Поскольку мы сейчас... Да, у нас есть вопрос, пожалуйста, к микрофону. И представьтесь еще раз. Потому что у нас подключаются слушатели, мы в прямом эфире, пожалуйста. Да, Елизавета Викторовна, да, ИП. Смотрите, Владимир Александрович, то, что вы говорите, это, конечно, очень, я понимаю, это все очень хорошо, но есть очень отдаленные улицы, да, вот работник уехал на север, да, и вдруг заболел в больнице, очень сельской, маленькой, да, вдруг ему, я не знаю, выдадут бумажный вариант больничного листа, а нам его принимать на будущий год или как? В этом плане это у нас получается. С 1 июля 2017 года равное хождение имеют как бумажные, так и электронные листки нетрудоспособности. То есть не отменяется? Их никто не отменяет. То есть все идет к тому, что будет больше, больше и больше электронных. Вполне возможно, что со временем электронный листок отменят. Но с 1 января... Но насколько нам удалось выяснить, что... Я оговорился, да, извините, конечно, да, понятно, электронный, все переходит к электронному, бумажный, скорее всего, отменят. Да. Это понятно, но с 1 января... Пока все работает, никто ничего не отменяет. Они в равной степени имеют
силу, и, как мы выяснили, что уже на территории республики все медицинские учреждения готовы выдавать. Ну, То есть готовы, готовность бывают есть. очень маленькие села, поселения, так что, ну, я просто как бы Нет, бумажные страховываюсь, будут вдруг. выдаваться. Да. Их И- постепенно количество выдаваемых бумажных листков в адрес медицинских учреждений сокращается, но пока с таким расчетом, чтобы их хватило. Ясно, спасибо. Значит, что касается выдачи электронных листков нетрудоспособности, все ЦРБ на территории Республики Саха-Якутия подключены к электронному листку нетрудоспособности, ЭЦП у всех врачей имеется, проблем с оформлением ЛН нет. И даже в Ивано-Бетантайской больнице, в Оленёкской больнице все это выдается. Я имею в виду, что полностью вся территория республики, подведомственные учреждения Министерства здравоохранения 100% подключены к электронному листку нетрудоспособности. Другое дело – это коммерческие медицинские организации, которые пока не видят для себя интереса им оформлять, что на бумажном носителе, они его и оформляют. Но ряд коммерческих медицинских структур уже подключились к электронному листку и выдают его. У нас есть вопрос, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Евдокия Николаевна, индивидуальный предприниматель. Хотела уточнить, а в дальнейшем когда-нибудь будут производиться выплаты по отпускным то есть сотрудников? Отпускным каким? Отпуск работнику? Да. Но это же правоотношения работника и работодателя. Ну, в Так же дальнейшем ведь? хотела узнать, может быть, намечается Ну, что-нибудь к такое? этому отношению, к этому вопросу Фонд социального страхования не имеет отношения. У нас правоотношения возникают с застрахованным гражданином только вот в таких случаях. Временная нетрудоспособность, пособие, когда рождается ребенок, и когда мама или папа, работающие, уходят по уходу за ребенком до 1,5 лет. Хорошо, спасибо. Спасибо. Так, пожалуйста, вопросы. У вас сейчас уникальная возможность от коллег, которые имеют очень длительный опыт. Я бы попросила тогда Владимира Александровича рассказать вас об электронных сервисах Фонда социального страхования и подробно остановиться на личном кабинете. Вот какие его преимущества? И вообще преимущества, вот о чем мы сейчас говорили, об электронном листке нетрудоспособности. Леонид Николаевич уже частично сказал о сервисах, но просто еще раз, что Фонд социального страхования максимально информационно открыт, то есть он действительно старается сделать свои сервисы, чтобы людям было легче, потому что у нас много направлений работы, по которым мы работаем. Сегодня тематика у нас совещания, это переход на прямые выплаты в рамках обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и материнства. Но на сайте фонда есть личные кабинеты, о которых Леонид Николаевич говорил, и вот в первую очередь нужно обратить внимание на личный кабинет застрахованного гражданина, это то, что касается граждан самих, и личный кабинет страхователя. То есть то, что касается работодателей, они, авторизовавшись через портал госуслуг, заходят туда и видят сведения о переданных ими реестрах, об их статусах и произведенных выплатах, а гражданин видит гораздо больше. Потому что именно зайдя в свой личный кабинет, то есть он может увидеть информацию о переданных, о выписанных ему выданных электронных листках нетрудоспособности, об изменении статуса этих листков, выдан, продлен, закрыт, дальше работодатель его принимает и использует в работе. Кроме этого, работник может посмотреть сведения о том, когда, какие сведения в рамках реестра на прямые выплаты передал его работодатель, какой стаж, какую среднюю заработную плату показал, в каком размере фонд социального страхования начислил пособие, какого числа, в каком размере заплатил, какой НДФЛ удержал. То есть человек, зайдя, может эти данные получить. Если у него какие-то вопросы возникли, он из личного кабинета может задать вопрос в адрес фонда социального страхования, либо запросить справку о произведенных выплатах. Уже упоминали мы о том, что фонд будет являться налоговым агентом, то есть уплачивать НДФЛ, граждане будут при необходимости запрашивать такие справки.
И вот через личный кабинет можно справку запросить, потому что раз это персональные данные, то нам необходимо либо чтобы человек пришел и подал оригинал заявления в региональное отделение, либо авторизовавшись через портал госуслуг, он подаст такое заявление в личном кабинете и выберет один из 3 вариантов. Либо получит ответ в электронном виде в личный кабинет, либо на электронную почту, либо в бумажном виде Почтой России. То есть какой вариант он предпочтет, в таком виде и получит. И еще раз, если вернуться к сервисам, да, все-таки мы активно стараемся исключать человека, то есть человек не должен быть курьером, он не должен ходить с бумажками между ведомствами. Поэтому, конечно, фонд активно развивает взаимодействие со всеми ведомствами. То есть это через систему межведомственного электронного взаимодействия. Да. Мы заинтересованы, чтобы другие ведомства напрямую запрашивали у нас данные, и человек, обращаясь в другие ведомства, не ходил, не собирал бумажки. Во всяком случае, чтобы у нас он их не собирал. То есть и нам проще, и человеку так проще. Спасибо. Леонид Николаевич, к вам вопрос тогда, если пока в зале нет вопросов. Я думаю, много вопросов и, наверное, хотят услышать. А может ли сам работник обратиться в фонд социального страхования на территории, да, Республики Саха-Якутия, и чтобы ему оплатили больничный? Есть такие возможности? На сегодняшний день законодательством о прямых выплатах предусмотрено 2 случая, когда работник может сам обратиться в фонд социального страхования. Это если на момент получил он больничный, допустим, пошел сдавать его на работу, чтобы отправили заявление, а работодатель ликвидирован в случае прекращения деятельности. Либо бывает такое, к сожалению, у нас встречается, недобросовестные работодатели бросают к своей организации, и работник приходит и не может найти организацию. И при отсутствии фактического местонахождения работник представляет все документы уже в фонд социального страхования напрямую. И фонд социального страхования выплачивает пособие. Да, спасибо, да. Но, к сожалению, бывают такие случаи. У нас еще есть время, да, общаемся? Хорошо. Пожалуйста, задавайте вопросы, любые, мы на любые вопросы. Вот все, что, вы сами мама там или болели, что вас интересует. Дело в том, что сейчас, я думаю, самое важное понимать для всех, что работодатель будет предоставлять нам сведения о заработной плате, о стаже. Это в электронном виде будет сформировано в виде реестров. А при численности менее 25, если у работодателя численность работающих 25, то все документы должны быть представлены в натуральном виде. То есть документами пришел, мы их отсканировали, проверили и вернули документы. У нас есть вопрос, пожалуйста, представьтесь. Добрый день, Ангелина Васильева, газета «Саха-Сырья». У меня вопрос к Марине Евгеньевне. Сколько процентов страхователей предприятий перешли на электронные больничные? И второй вопрос. Индивидуальный предприниматель должен сам подать заявление, да? Или, скажем, возьмем пример. Фермер живет в селе далеком, у него жена работает на него, он заболел. Получит ли он больничные, или его жена получит ли по уходу пособие? Спасибо. Спасибо за вопрос. Значит, то, что касается электронных листков нетрудоспособности, сейчас по Российской Федерации среди территориальных органов мы находимся где-то в 42-м месте. Мы достаточно активно сделали прорыв буквально в конце 2018 года, но на сегодняшний день более 70 тысяч листков нетрудоспособности на всей территории республики выдано. Это то, что мы видим по данным Министерства здравоохранения. Да, есть информационный сайт в электронном виде. Мы видим, сколько подгрузилось на шлюз Фонда социального страхования электронных больничных листков. Но, к сожалению, даже эта часть не всегда используется работодателями. Мы видим, что да, медицинская организация заполнила, выдала этот листок, закрыла его, но работодатель не подгружает его себе и не рассчитывает дальше. Мы это все видим, мы сегодня и на всех
практически семинара говорим о том, что нужно этот листок подгружать, рассчитать его, чтобы он был законченный. А так получается, даже медицинские организации бывает так, что открывают листок, надобности нет, выдают на бумажном носителе, да, тому, кто человек обратился в лечебное учреждение, и забывает про этот электронный листок. Вот когда сейчас вот мы будем переходить на прямые выплаты и формироваться будет работодателем электронный реестр, вот тогда я думаю, что процент у нас, конечно, возрастет электронных листков нетрудоспособности, вот о чем коллеги говорили, да, что с бумажного носителя нужно заносить буквально там 40 позиций, да, для того, чтобы сформировать реестр в электронном виде. Ну, согласитесь, если численность, вот мы встречались вчера у крупного страхователя, численность более 2000, там, и практически все за год хотя бы по одному разу болели, да, представьте, какой объем нужно ввести информации бухгалтерам, позиционерам. Что касается выплаты пособий, вот именно индивидуальных предпринимателей, но есть такой порядок. Если индивидуальный предприниматель имеет наемных работников, и они у него трудоустроены по трудовому договору, то есть он с ними заключил трудовой договор, он должен обратиться в региональное отделение по месту нахождения, то есть к нашим уполномоченным, и написать заявление. Если сам фермер хочет, чтобы получал пособие, да, в случае при возникновении страхового случая, он также может себя добровольно зарегистрировать в территориальном органе по Республике Саха-Якутия и, оплатив фиксированную сумму один раз в год, и уже может рассчитывать на все пособия, по всем страховым случаям, которые возникнут. У нас есть вопрос, пожалуйста, представьтесь. Егор Гаврилович, Diamond Clinic. У меня вопрос к Леониду Николаевичу, наверное. Хотел уточнить один момент, просто не изучал этот вопрос. Вообще механизм самого расчета не меняется, все остается по-старому. Да? 3 дня работодатель платит, остальное отправляет реестр. Совершенно верно. А еще один вопрос насчет обучения. Куда обращаться? Фонд социального страхования, наверное, да? В каком виде там обучение проходит? Я отвечу, куда обращаться. Информация у нас есть на сайте. Вы можете посмотреть, да, на сайт r14.fss.ru. Ну, а также телефоны горячей линии работают, и можно позвонить и спросить график работы обучающих семинаров. Платное, да, обучение? Нет, это совершенно бесплатно. Ну что вы. Спасибо. Спасибо. Так, пожалуйста. Да. Да, представьтесь, пожалуйста, и можете. Здравствуйте. Анна Залевская, получается, бухгалтер, предоставляющий бухгалтерские услуги, да? Вот смотрите, вы только что сказали то, что 3 дня платит работодатель за счет работодателя, да? И эти 3 дня выплачивает же ФСС, получается, работодатель должен будет ФССу эти 3 дня возмещать или как? Я думаю, Леонид Николаевич, пожалуйста. Законом об обязательном социальном страховании в случае заболевания либо травмы самого застрахованного лица, то есть работника предприятия, предусмотрено, что первые 3 дня работодатель оплачивает за счет собственных средств. Если говорить языком страховым, это франшиза, так называемая. Эти деньги никто никому не возмещает. Работодатель по законодательству об обязательном социальном страховании сам выплачивает эти денежные средства. Можно там рассуждать причины, почему это сделано, но это прямые выплаты не меняют этого порядка. Никто за эти 3 дня не возместит. Получается, мы отправляем все документы ФСС, ФСС рассчитывает, и ФСС, получается, обратно нам данные какие, вот 3 дня, эту сумму мы должны сами оплатить. Или это все-таки будет делать ФСС? Перечислять непосредственно сотруднику? За 3 дня по-прежнему осталось на работодателя возложено. То бишь, после того, как расчет больничного произведен, будет обратная связь с работодателем. Ему будут
поступать Нет, данные, какую сумму он должен перечислить? Или эти 3 дня мы должны сами рассчитывать? Сами должны рассчитать и выплатить. Мгм. Но Ясно. хочу обратить внимание, что это только по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием либо травмой. То есть по уходу за ребенком, при пособии по понятно. беременности и родам, при Да, несчастном да. случае Это на производстве понятно. с первого дня фонд Ага. социального Еще страхования один оплачивает. вопрос. Вот смотрите, вы говорите то, что ФСС будет выступать в роли налогового агента. А получается, справки организация выдает сотруднику 2 НДФЛ. Он не будет включать этих данных. Работник должен будет подходить в ФСС и отдельно у них справку брать? Или как это все должно происходить? Ну, еще раз вернемся к этому вопросу. Да, ФСС налоговый агент, ФСС еще один источник дохода. Работник может, если хочет, подойти лично, но мы, вот говорили, еще раз назову адрес сайта lk.fss.ru, и туда можно зайти и запросить справку по форме 2 НДФЛ, как она раньше называлась, а сейчас о доходах и суммах налога физического лица. И фонд социального страхования выдаст справку. Еще один вопрос. Сейчас А я добавлю, да, что работодатель выдает справку 2 НДФЛ по тем средствам, которые начислил, оплатил он, а фонд социального страхования по своим Понятно, пособиям. хорошо. А вот еще одна справка 182Н для расчета пособий в будущем, да? Вот эту справку кто будет выдавать в итоге? Работодатель или ФСС? Потому что Там же о сумме начисленных страховых взносов. Фонд социального страхования теперь не знает сумму начисленных страховых взносов напрямую, вы же в налоговую отчитываете. Ну, получается, как? Одни пропущенные он будет брать, получается, из стабиля, да? Не из больничных, а из стабиля тогда. Работодатель? Программа. Ну, например, программа же, она же берет эти дни, она берет. Ну это из как настроят, больничных. как вот айтишник скажет, ну, посчитает нужным, так он и сделает. Главное, чтобы фактически все это было верно сделано. Но это уже получается на совести непосредственно программного обеспечения, кто этим обновление, да? Ну да. Ясно. Так, еще один вопрос. Отдельно программу нужно будет устанавливать, да? Или это все равно вот 1С есть? Давайте, через ну, неё. как бы, чтобы не было непонимания у наших слушателей, у вас фонд социального страхования не рекомендует устанавливать какую-либо бухгалтерскую программу. Фонд социального страхования знает о том, что в бухгалтерских программах, раз вы назвали такую, как вы назвали программу, Ну, 1С, ряд других, например. например, да, и ряд других программных продуктов, в них все это есть уже, поскольку это с 2012 года, там все доработано, и они вам, исходя из нашего опыта, в рамках вашей поддержки вашей технической, включают эту функцию к определенной дате. Я вас приглашаю обратиться, да, уточниться, по каким дням обучения, и подойти уже Хорошо. к специалистам, да, и пройти обучение. Там все покажут, просто у нас сейчас нет возможности Хорошо, наглядно спасибо. показать программу. Спасибо. Ну, мы завершаем, да, нашу пресс-конференцию. Я благодарю всех участников. Я думаю, что эта тема будет продолжена и дальше нами освещаться, поскольку вопросов, чем ближе приближается эта дата, да, и тем больше осознания и понимания со стороны и населения, и работодателей. Мы продолжим свою работу и благодарю всех. Спасибо.